Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Будут взаимно признаваться водительские удостоверения, выданные в Молдове и Испании. Власти изучили уровень профподготовки водителей в автошколах. Водительские удостоверения, выданные как в Молдове, так и в Испании, будут признаваться друг другом. Соглашение между правительством об упрощении процедуры конвертации этих удостоверений было утверждено Кабинетом министров. Этот шаг убережет граждан от лишних бюрократических сложностей, давая право на конвертацию без дополнительных экзаменов. Примечательно, что это уже пятая подобная инициатива Молдовы после подписания соглашений с Израилем, Турцией, Литвой и Италией, а также декларации о намерениях с Германией. Из анализа, представленного Министерством образования, ясно, что только 51% кандидатов, записавшихся на экзамены для получения водительских удостоверений, справляются с теоретическим экзаменом с первого раза, а лишь 23% с практическим. В период с 1 января 2023 года по 1 апреля 2024 года около 80 тысяч кандидатов были зарегистрированы в автошколах, но только 72% из них успешно завершили программу. Из 44 тысяч записавшихся на экзамены только примерно 24 тысячи справились с теорией с первого раза, а лишь 6900 с практикой. Министерство предлагает пересмотреть критерии аккредитации учебных заведений, обучающихся будущих водителей. Госсекретарь Минобразования Галина Русу отмечает, что многие автошколы не соответствуют стандартам, и только половина из них имеет достойные условия для проведения теоретических экзаменов. Министр образования Дан Перчун подчеркивает важность введения рейтингов автошкол, чтобы граждане могли выбирать наиболее качественные учебные заведения. Власти также рассматривают возможные штрафы для автошкол, которые массово выдают сертификаты об окончании учебы, не обеспечивая достаточного уровня подготовки для сдачи экзаменов. Молдова и Италия заключили меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства с целью укрепления экономических, социальных и технологических связей между обеими странами в аграрном секторе и развития сельских территорий. Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, подписанный документ предполагает обмен опытом и знаниями по различным аспектам агрокультуры. Сотрудничество между двумя странами также будет охватывать совершенствование сельскохозяйственной инфраструктуры и услуг путем организации обменом опыта, обучающих программ для должностных лиц и участия в различных мероприятиях, такие как семинары, мастер-классы и конференции. Меморандум о сотрудничестве будет действовать в течение 10 лет, что подчеркивает обе стороны в их стремлении к развитию современного и устойчивого аграрного сектора. Проект «Единство в многообразии» объявил своих победителей после активной деятельности 23 лицеев автономии, которые участвовали в нем с февраля по май 2024 года. Мероприятие организовано Ассоциацией интеллектуальных игр Республики Молдова при финансовой помощи Фонда «Восточная Европа». Главная цель проекта заключалась в повышении осведомленности о демократических принципах и общечеловеческих ценностей. Проект включал в себя разнообразные мероприятия, такие как образовательные игры, конкурсы рисунков и флешмобы, направленные на популяризацию демократии и ценностей Европы. Соревнования проводились в нескольких этапах, включая внутришкольные игры, турниры и конкурсы. В Камрате прошла заключительная интеллектуальная игра, где были объявлены победители. Первое место занял теоретический лицей Лучафорул, второе место – лицей имени Долженко, третье место занял Политехнический университет теоретического лицея села Казаклея. Победители получили сертификаты на сумму от 350 до 1000 евро.
15 мая прошел устный экзамен по румынскому языку и литературе. Второй экзамен по математике состоится 17 мая. Экзаменационное тестирование по языку обучения состоится 21 мая. 23 мая будет проведено тестирование по родному языку – болгарскому, гагаузскому, украинскому. Всего национальным тестированием в начальном образовании охвачено более 1500 учеников из 43 учебных заведений Гагаузии. Начало экзаменационной сессии ожидают учащиеся 9 и 12 классов. Первый экзамен девятиклассники будут сдавать 3 июня, последний – 13. Основная сессия на степень бакалавра для выпускников лицеев пройдет с 4 по 21 июня. Далее смотрите рубрику «Региональные новости». Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ.